Меня зовут Салтанат Кудайбердиева, и я рада снова вас приветствовать на канале «Вкусные Дамду Тести Кыргызстан». Я сейчас нахожусь на высоте 3586 метров над уровнем моря на одном из самых высоких перевалов Кыргызстана Туашум. Вместе с гостями из Европы я направляюсь в Джалабадскую область с очень интересной программой, которая рассчитана только на женщин. Можно себе такое представить? Впервые в Кыргызстане Кыргызская ассоциация туризма, основанного на сообществах, запускает новый турпродукт. Так что оставайтесь с нами, все самое интересное впереди. А пока мы едем, давайте я немного расскажу о женском туризме в мире. Первые сведения о женщинах-путешественницах появились еще в IV веке. Тогда эти поездки были связаны с паломничеством на святые земли. Лишь спустя несколько веков путешествия обрели светский характер, и представительницы прекрасного пола могли посещать разные страны для знакомства с культурами разных народов, а не только заниматься домашними делами. Это с одной стороны. С другой же, женщины стали еще больше вовлекаться в сферу туризма для приема гостей и организации туров. Как же обстоят дела в Кыргызстане, узнаем совсем скоро. Сейчас попробую передать настроение и атмосферу Сусамырской долины и Токтагульского водохранилища. Почти всю дорогу нас сопровождает река Нарын, самая крупная река Кыргызстана. Мы прибыли в Сибити-Токтагул, чтобы пообедать. Почему именно сюда? Потому что эта сеть гостевых домов уже очень давно продвигает в Кыргызстане устойчивый туризм, который существует в согласии с местной средой, местными людьми, традициями и культурой. Туристы, приехавшие из Европы и России, разделяют эти ценности. Мы, едва переступая через порог, сразу погрузились в мир женского туризма. Нас встретила Зурита Эйджи, одна из ключевых фигур этой дестинации, по совместительству школьная учительница по биологии и химии. Очень понравилось. Что именно? Вкусная еда. Манты. Подкрепившись и вдоволь пообщавшись за столом, мы выехали в Кызылкуль, в одно из отдаленных сел Аксайского района Джалабадской области. Мы пробыли в дороге где-то около 5 часов и ближе к ночи прибыли в маленькую и почти безлюдную деревню. Нам сказали, что в это время многие семьи находятся на Джайло. Кто-то принимает туристов, а кто-то занимается выпасом скота. Поэтому в селе тихо и спокойно. Лишь из гостевого дома, куда мы заселились, доносились смех и голоса наших туристов. Хозяин Базар Кулбайки оказался таким веселым и позитивным человеком, что, слушая его шутки про жизнь, мы совсем забыли про свою усталость и про то, что завтра нас ждет длительный пеший поход в озеро Сарычелек, который мы, кстати, увидим только через сутки, переночевав в горах и преодолев большой перевал. Второй день нашего путешествия. К нам присоединились молодые гиды, которых мы позже назовем принцами, за их смелость, терпение и способность поддержать в трудные минуты. Да, можно было и слово «герой» в этом контексте использовать, но они были так обходительны, вежливы и благородны, что лучшего варианта, чем принц, не нашли. В общем, чуть позже вы сами увидите, как они нас будут спасать. Hello. Как вам спалось на новом месте? Нормально, очень был мягкий. Да? Может быть, я не привыкла, потому что утром было очень светло. А у нас в Италии темнота. Да? Да. То есть вы проснулись от того, что светло очень? Да. Осторожно. Кыйынбы азыркы чыкчы жол? Бүгүнкү чыкчы жол жеңил эле. Жеңил эле? Основной эртеңки чыкчы жол кыйыныраак.
Бүгін Назарға құртасыз? Қарасу айылының Қарағамыш көліне кетіп отырмыз. Қарағамыш? Қанша сағаттық жол? Қанша километр басамыз? 20 километр тегерегінде басамыз. 2-3 saat ұқтап қой? 2-3 saat, жоқ, 5 saat. 5 saat? Тынбай басасыз? Мен саламыз арасында. Все-таки сложная эта штука, пешие туры. Получилось так, что в нашей группе оказались итальянцы, причем они друг друга совсем не знают. Они познакомились здесь. И получается, как будто, вы знаете, мы идем, и как в том фильме, да, «Приключения итальянцев», только не в России, а в Кыргызстане, в Сарычилике. Посмотрим, что из этого выйдет. Чтобы вы понимали, вот примерно вот по такой дороге мы идем. Мы шли довольно легко и спокойно, пока дорога была ровная. Но как только начинались крутые подъемы, мы теряли равновесие. Ногу сводило, дыхание спирало, поэтому перерывов было больше, чем планировалось. Чебрец? Ну, конечно. Что, получается, прямо здесь сорвали, да? Понюхай. И заварили нам чай. Это чебрец. Городская трава еще. Профилактический, да? Контрольный? Это хорошая профилактика, между прочим, от простуды для органов дыхания. Немножечко отдохнули, набрали сил. Идем дальше. Грецкий орех вот в таком виде. Мы почти на финишной прямой. Мы столько километров преодолели. Да, we worked very much. We are Yes. training. No way. Понятия не имеем, что тут может быть женского, да? То есть и так женщины встречают гостей. Смотрите, если раньше в деревнях, ну вот эта традиция принимать путника, она же существовала с давних времен, когда даже еще во времена, когда шли караваны, проходили через деревни. Да. Бывали же случаи, что они останавливались или кушали, или даже ночевали где-то в гостевых, в домах, да? Да. Другое дело, что раньше это была исключительно мужская особенность, во всяком случае в центральноазиатских странах, и женщины, они вообще не показывались.
Она сделала свою работу и Вот в ушла, этом, да? да, А теперь она может и с гостями пообщаться, наверное. Я так думаю, да. Сейчас и посмотрим. Дальше пойдем посмотрим, как это будет выглядеть, да? Is it beautiful? Astonishing. В какой-то момент мы, я и Лиза совсем отстали от группы, и нам уже из Джайло отправили лошадей, словно принцессы, спасенные от очередного приближающегося крутого подъема, водрузились на коней и тихо благодарили наших гидов. Смотрите, какая красота сзади. Ой, 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 ой. Что случилось? И вот она, наша главная награда за сегодняшний день, ради которой мы преодолели несколько десятков километров. Озеро Каракамыш, что переводится как «черный камыш». Его также называют Карасу. Место необыкновенной красоты. Водный рай, который окружает прекрасная девственная природа. По данным местных жителей, длина озера составляет 1,5 километра, а ширина 500 метров. Мы бы еще долго сидели на берегу и молча наблюдали бы за озером, пока нам не предложили покататься на лодке. Что делаем сейчас? Здесь, на лодке. С принцем. С нашим принцем, вот наш. Атмосферу очень сложно передать словами. Мне кажется, вы и так увидите. Сейчас просто хотим насладиться красотой, да, подышать этим свежим воздухом. Никак не можем повернуться. Че? Шамал. В какой-то момент что-то пошло не так. Поднялся ветер, и спокойное озеро превратилось в бушующее море. Весла нас не слушались, поднявшиеся волны не давали нам добраться до берега. Мы потеряли управление лодкой, очень сильно испугались. Благо, опытные гиды с берега кричали, направляя нас в безопасное место, и в конечном итоге вывели нас на сушу, освободив из водного плена. Вот, оказывается, каким бывает озеро. Этот опыт мы точно запомним надолго, но здесь интересно другое. Буквально спустя пару минут озеро успокоилось и вновь звало нас к себе. Чудеса природы.
От испуга у нас даже аппетит пропал, но мы решили не паниковать по этому поводу, а чем-то срочно себя занять. Например, приготовить какое-нибудь блюдо. Тут как раз хозяйка юрты планировала нас удивить местным лакомством – оймо, что переводится как узор. Я не уверена, что я не пробовала это блюдо. Скорее всего, у этого блюда просто название другое. Ну да, так и есть. Это куймак, жареные лепешки. Просто здесь называют их немного по-другому и едят с кымызом. Вот так вот. Ух ты! Ну ничего, Лиза сразу схватывает, все схватывает. Ну как, Лиза? Ну, astonishing experience. Ну, сложно было. Как она вам? Очень вкусно. Ну, напоминает обычный хлеб. А лепешка? На самом деле это вкусно. Любители, конечно, но мне нравится. Пышайна пхалова. Қанша өнім өтті? Ух ты, даже по запаху. Сразу можно, да? Соном читано. А это что? Это кымыз, кобылье молоко, вот так вот созревает вот именно вот в таком сосуде. Это пешки? Это да. Смотрите, какая идиллия. Все такие спокойные, сидят. Каждый думает о своем. Самое лучшее завершение дня. Несмотря на дождь, некоторые участники тура спали в палатках, а другие, я в том числе, расположились в юрте. От холода всех нас спасли спальные мешки и одеяла. Ночь в целом прошла спокойно. Пока мы собирались на дорогу, я обратила внимание на девушку, которая все время была занята. Ее зовут Кюйкуль. Оказывается, именно на ней держится почти все хозяйство в этом маленьком юрточном городке. Она просыпается ни свет ни заря, чтобы приготовить туристам завтрак, потом обед и ужин, постоянно нагревает воду, чтобы ею наполнить умывальники. Иногда выезжает вместе с гостями на трекинг в качестве гида. В общем, вся в заботах и в делах, но уверяет, что такая работа ей очень нравится, потому что туристы, особенно те, кто приезжает из европейских стран, очень благодарны и отзывчивы. Мен үшін ордер емес, ал гид деген основной ел менен баарлашканды билиш керек. Германия, Испания, Франция, дагы Швеция менен макташат көбүнчө. Мы проснулись, мы набрались сил, продолжаем путешествие.
Я начинаю уже переживать. Мы прошли всего несколько метров вверх по крутому склону, и я уже выдохлась. Здесь оказалось намного сложнее, чем было накануне. Нам нужно было взобраться сначала на одну вершину холма, потом на другую, а после спуститься вниз с другой стороны горы и пройти еще несколько километров по равнине до Ирикуль, что переводится как «извилистое озеро». Ура! Главная вершина покорена. В общей сложности подъем занял чуть больше 2 часов, но оказавшись здесь, мы тут же забыли про все трудности. Перед нами открылась невероятная красота. Ирикуль, озеро Ири. Это вот озеро Ири, а вот озеро Сарычелек. Ага. Да, Лиз, поняла, да? Molto bene, grazie. Все хорошо. Ero stanco fino a 10 minuti fa, però adesso va molto meglio. Был устал 10 минут назад, но сейчас он хорошо себя чувствует. Мы наивно предполагали, что спускаться нам будет намного легче. Ага, размечтались. Каким был подъем, таким же оказался и спуск. Без поддержки наших гидов не обошлось. Они вели нас за руки, так как мелкие обломки камней уползали из-под ног, и страх сорваться с высоты, на наш взгляд, был просто огромным. Вот, видишь, бомда обжиглась. Вот. Да, Лизка упала. Поэтому надо осторожно. Очень крутой спуск. Ой, ты что, опять упала? Понятно. Лиза будет долго вспоминать этот поход. Все, мы это сделали. Благополучно спустились на равнину и уже двигаемся в сторону Ирикуль, что переводится, еще раз напомню, как извилистое озеро, одно из 5 озер Сарычелекского государственного биосферного заповедника. Оно, к слову, находится в западной части Джалалабадской области, в предгорьях Чаткайского хребта на высоте 1940 метров. Кстати, знакомьтесь, это Джибек, девушка-гид на коне. Она сопровождала нас на протяжении всего пешего тура, и нам показалось, что эта работа ей очень нравится. Она все время шла впереди группы, чтобы подготовить место для передышки и перекуса. Также рассказывала об истории местных природных достопримечательностей. Показывайте всем девушкам, что есть такая возможность, да? Да, есть такая возможность, можно хорошо подзаработать, кстати, и свою финансовую независимость, то есть несмотря от того, что у тебя муж зарабатывает или нет. Это тоже главный плюс, потому что... И мне кажется, это увлекательно, видите, впечатления очень позитивные и положительные, потому что это первый раз, когда я выхожу на хорсбэк-райдинг, да, как бы 2 дня, и в палатках ночевать мне вообще впервой. Ну, это классно, это клево. Насколько девушке вообще сложно, да? Какого рода работа? Ну, конечно, сложно. Это, во-первых, требует выносливости, во-вторых, нужно иметь моральную устойчивость, эмоциональную устойчивость. Да. Девочки, как правило, все-таки более эмоциональные создания, и когда сложности
ну, нам сложнее держать себя в балансе. А тут нужно не только себя держать и быть уверенным во всем, но еще и туристов всех успокоить, подбодрить, помочь. Поэтому, конечно, это очень тяжело. Это работа не для каждой девушки. Да. Но есть такие девушки, которые очень хорошо с этой работой справляются. Мы сколько преодолели? 12 километров? Не, больше вчера было. Нет, не около... вчера. Ну да, вчера давайте, да. было около Вчера 18. и сегодня. Сегодня тоже примерно столько, 20 тоже вчера было. Вот. Мы своими силами преодолели. Своими ногами. Своими ногами. И еще есть энергия, чтобы Ну, конечно, дойти. мы дойдем. Такая красота, природа. Они питают нас, наполняют нас энергией. Эти заповедные места волшебные. И люди очень смешные. Так, а вот наши итальянцы. Немножечко не привыкшие к пешим. Да, кстати, Ману. Ну, с Мануэлем мы еще чуть позже поговорим. Да, а Лиска у нас немножечко уставшая, да. Надо более практиковаться в горах. Да. У нас ощущение, что мы в тропическом лесу. Ну, необычно, по-другому просто, да? Здесь, да, по-другому. Это потому что мы, наверное, спускаемся к озеру. Наверное. Да? Влажность больше. Влажности, да. Да. Ой. Что это из-за этого? По дороге мы увидели еще два озера. Арамкуль переводится как «запретное озеро», и Кызкуль – озеро девичьей красоты. Ближе подойти нам не удалось, так как до заката нам нужно было попасть на озеро Сарычелек. Опасный, да? Арамкуль, поэтому... То есть были случаи со смертельным исходом, наверное, да? Я не знаю, это какая-то примета, да? Если утки не плавают, то значит и людям не надо плавать, да. Возможно, дно, оно болотистое. То есть может засосать человека. Просто мои законы остановила себя. Да, вон там есть переправа. Мостом бы я это не назвала. Переправой. Так, Таир сейчас своими... Опа, молодец. Джентльмен. Людей куча, но меня не будет. Я хочу, чтобы ты почувствовал кого-то. Вокруг людей куча, но меня не будет. Я хочу, чтобы ты почувствовал кого-то. Все озера похожи друг на друга. Но как-то Кызкөлдү жазат экен да. Кыздын сууна окшоштуруп айтышкан дешет да. То есть озеро настолько красивое, и поэтому сравнили с красотой девушки. Вот так. Сразу видно, вот, Сарычелек — это больше курортная зона. Мы с большим нетерпением ждали встречи с озером Сарычелек, которое, по данным местных жителей, возникло в результате сильного землетрясения. Оно и привело к обвалу, был перекрыт путь горной реки и образовалось горное озеро глубиной более 200 метров. Но этим ее история не заканчивается. Она окутана невероятными легендами, об одной из них рассказал наш гид Дайыр. Бул жактан Тосболот ата, Балыш ата деген аталар барбы? Аны ушул жактан чоң суу берип, элди капташын. Тосболот атанын түшүнө мындай аян берилет да, агач. Анан ошо туруп дуа кылганда ушул жерден эки жактан тогуп кулап түшүп, сууну көгөп калган дейт да. Анан Тосболот ата көл болуп, Тосбол болуп аталып калган. Бул жерде көл болуп, Тосбол болуп жүрөт, кийин сары киши немеге барат да. Безин жетилеп сууга барып, анан ошодон кулун алат дейт. Анан кийин келерки жылы дагы ач көздөн кайра барганда, анан баягы бейсез менен жүт кеткен дейт да. Анан баягы сарынын көлү болуп, сары көл. Анан тиги чекесинде айырчелектердин цвети сары
көргө караганда көлдөн көрүнүп турган дейт. Анан сары челек, айыр челектердин атынан коюп калган дейт. Ары, балык, ары. Арылар көп турбай анашат да тегерегинде. Тегерегинде арылар бар. Анан ошо жана жутулуп кеткенде деле анын колунда ошо сары цветте челек болгон дегенди уламын. Ошо челек калып кеткен. Сарынын челеги бар. Если не брать во внимание отдыхающих, то здесь очень красиво. Берега крутые и отвесные. Озеро окружено высокими хребтами. Правда, наши гости из зарубежных стран уже успели оставить свои сердца в других озерах Сарычелекского заповедника. Мы увидели Каракамыш. Вчера мы были в Каракамыше, а потом сегодня мы Ирикуль видели, Арамкуль, Кыскуль. Ну, конечно, издалека мы их видели. Но чистая вода. Но атмосфера там вообще другая, чем очень сказочная, да. Как-то не очень себя комфортно здесь ощущаем, да? Мы все 2 дня были единственные люди. Да, а сегодня, когда мы попали в место, где очень много людей, да, шумно, и мы начали себя немножко по-другому ощущать. Вы знаете, за эти 2 дня привыкли, да, к этой нетронутой природе, где мы были единственными людьми, и это было просто неописуемые, наверное, ощущения, эмоции, да. Понятно, почему оно главное, оно самое большое, оно очень красивое, но и вокруг красиво, вот эти такое сочетание гор вот скалистых, зеленых и гор, которые мы там видим, на них снег лежит, это очень красиво. И они отражаются в воде, то есть это, конечно, такое сочетание просто вообще замечательно. Поэтому в этом плане понятно, почему это озеро считается главным, я думаю. Все самое сложное позади, да? Но зато все самое интересное всегда впереди, я так верю. Время незаметно летит. Заметили, что 3 дня вообще очень быстро все. Вот. Сидим в полурасслабленном таком состоянии. Ну, мы сегодня молодцы, да. Вообще так круто. Непростой трек, на самом деле, даже для подготовленного человека это непростой подъем. Да, это самое главное. Вот вчера, если мы сидели у костра, а сегодня сидим возле озера Сарычелек. Хорошее завершение дня. Не считаете? Красиво. Согласна. One of the first time, without parents, without the friends, the first time. And I really like the contrast between the mountains, the snow, and the lakes we saw, or the height of the mountains and all the surroundings. Yeah, I think really breathtaking views. Ему очень нравится пейзаж Кыргызстана. И он советует ходить здесь, посещать. Он предпочитает не так много людей. Это очень туристическое место. Предпочитает, да, более одинокие озера. Пока один турист Мануэль делился своими впечатлениями, другой, Лиза, собирала мусор. Здесь, оказывается, есть готовая урна, но мусор почему-то там бросили. Вот, молодец. Ну, надо есть мусорный ящик, да. Там. Вот, видите, вот. Всегда делайте как Лиза. Какие у нас сознательные туристы. Вот. Лиз, ты решила весь мусор, да, заповедника собрать? Решила за всех собрать весь мусор. Молодец какая, молодец.
Ну вот и все. Пришло время прощаться с нашими гидами Даиром, Бексултаном и Бакытом Байкем. Как-то очень грустно, но в то же время мы очень счастливы. Мы отлично провели время. Как же круто путешествовать в компании женщин. Этот тур почти travel-девичник мы, скорее всего, никогда не забудем и верим в то, что мы сюда еще не раз вернемся. Вам спасибо, что были с нами. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк. А мы продолжаем наше путешествие по Джалалабадской области. Ждите новые выпуски. Всем пока!